Альберт на месте, Азалия на месте, Аделина на месте. Вот такой вот у нас завтрак на берегу бассейна. Хотела бы сказать на берегу моря, но нет. Гунайден. Я думаю, что это такое? Папаньку Гэлган. Самый поздний у нас доктор приходит домой Альберт. Главный трусовщик наш. Это который с плесенью, что ли? Был настоящий плесень. Настоящий, а есть рапорт, кстати. Почему? Не вкусно, что ли? Нет, это вообще противный какой-то. Да, офигенно. Я вот так делаю, а вы заполняете. А если есть камера? Вы что, дурачки, что ли? Отсюда можно есть. Отсюда можно есть. Мы уже набираем. Они вкусные очень. А там в столовой их нету. Нормально, все хорошо. Да. Блин, а если камера? Неудобно будет. Оставьте хотя бы две. Две оставьте ради принятия. Ты решишь только две оставить. Тут везде есть камеры, если что. А, помнишь, как папа мне закрылся по всем этажам туалета искал? В трусах семейных. Вкусные, да, печеньки. Надо с тобой брать. Вот почему в столовой такие печеньки не дают? А? Только при входе. Значит, в основном тоже печеньки такие есть. В главном входе, да? Нет, вроде. Можно домой забрать их. Я предлагаю по чуть-чуть каждый день просто набирать их, чуть-чуть, какой-то мешочек сегодня найти. А потом они нас арестуют, как вот в Рилсе одна бабка набиралась. Видела, да, этот Рилс, как она в Турции набрала-то? Целый чемодан еды. А что, зачем ее арестовывать? Ну, они забрали всю еду. Она что-то так не натаскала. А почему забрали? Что не так-то? Я не знаю. Я не знаю, что это. Сейчас, короче, нам стучится печеньковая инспекция. Печеньковая инспекция. Сейчас у кого-нибудь есть? Нет. А папа маданка. Дверь вообще открыта. Ты даже дверь не закрыл. Печеньковая инспекция. Вот так писали, помнишь? Ну да. А здесь поменялось на ключ нефрита, поменялось на ключ сердца. Значит, но произношение, вот эта часть отвечает за произношение. Будем произносить как квайдза с четвертым тоном. И счетные палочки. Не счетные палочки, а палочки, чтобы кушать. Запиши. Квайдза. Палочки для еды. Квайдза. Хватит. У меня тут мама на фоне повторяет. Квайдза. Я себя слышу, что ли? Я с вами буду учить тайский язык. Всегда так было, что если ты отличаешься от других, то тебя булят. Я также буду этот иероглиф булить, потому что он на другие не похож. Да. Вот слышали, Достар? И по жизни действительно так. Иероглифы лучше всего запоминаются, потому что они отличаются. Вот, видели, что учитель сказал? Зато такие люди запоминаются на всю жизнь. Понимаете, да? Поэтому отличайтесь от других, отличайтесь. Туда-сюда пивом на говорим. А Заляну урок барат, тебя там видно. Здесь у нас новая имя. А? Ну там видео, ну окошко не видишь, что ли? А что умеешь? Или что? Там плыть. Ты что, плохо слышишь? А Заляну укол бара, анда окошко открыто. Учительница все видит, был пивом, балагом, то-то туда-сюда, труслы рватся. Не bakayım. Bir de muhafaza yarat. Йохла. Yok. Йохла, да, йохла. Yok. Йохла. Сейчас я вам покажу кое-что интересное. Он, короче, на балконе пил пиво с рыбкой и уснул. И смотрите, оставил свою рыбку. И тут пришли турецкие муравьишки. Здравствуйте, турецкие муравьишки. Вам что, понравилась наша российская Альбертина рыбка, которую он, бедненький, не доел, оставил? Возле моря живут, а рыбку солить не умеет. Не солят и не продают. Странно.
Вот они офигели, турецкие муравьишки. Никогда не ели, наверное, такую вкуснятину. Видите? Алаевышкандар. Ни одного муравья до этого не было. Бұлар бәрі шоу көрсетіп жатыр. Мына «Три толстяка» называется. Их дети. Что будете нам показывать? Какое-то представление хотят нам показать. Пирста. Чемпионы Республики Башкортостан и Татарстан. Давайте. Раз, два, три. Ола! Офигеть! Офигеть! Официант, пиво. Это наш завтрак. Что такое холодный? Горячий. Горячий нет, здесь холодный. Наш завтрак. О, қарағыздар. Мужиктар көтіп отырады. На завтрак. Завтрак, обед и ужин. Осынан башлайдар мына достар, өтей, честно говоря, пляждан пиво алып келелер да, осында отыралар да, и все, шуң Аллах бар, кеске хаттым тамыр ейлер бұнда. Рыба наша. Башқұртстан балығы бұл. Татарстанды қада шығасыз көрі? Қайда Татарстанның балығын көтел? Мына шында іздей. Немеке нық бәләкей шуға табалмайын. Не могу найти. Татарстанның балығын табалмайдар. Татарстанға бәләкейрек. Бұла, таптылар. Менің яңа ерімді тыңданыңыз мәлі. Сен yoq yerimiz eski yeri burada. Eski түгел әлі ол. Öyle çırpıp jibere. Bir yıl түгел. Balık kapma. Живой мен ердаймайым. Balık kapma. Яқ, балық қап түгіл, сирен. Балық қап, сирен қойғыз. Әйде, бүдәхілі, бұғында пляжда весь үйттәрі кетіп тыңдахындар менің сиренде. Пилка тоже. Что-то сәпәкәй етушілер әз болды, достар. Meni gittim. Hayır, bir Илназман Рездағына. Қалғандар аптырап қаранылар да емсі шыңма. Белый суп я взяла, смотрите, очень странный какой-то. Это написано было овсяной суп. Впервые вообще буду пробовать овсяной суп. Какой-то очень странный. Очень странный. Прикольный, прикольный. Вначале казалось очень странный. И тут даже болгарский перец умудрились положить, представляете? Прикольно, очень прикольно. Из чего такой суп не готовят? Ну, каждый день борщ. Что-то мне борщ надоел уже. Могли бы щи приготовить. Короче, достар, Аделина же вчера ходила на свидание со своим немцем. Вот, сейчас мы разузнаем, что же там вообще на свидании случилось, потому что Аделина ушла 11:30 и через 30 минут пришла домой. А что так быстро ты пришла домой? Не знаю, мы просто погуляли и решили, что все. Он меня позвал на днях поехать в Сиде, в какой-нибудь клуб. Я, кстати, была в клубах в Сиде, там прикольно. Вот, посмотрим. Ну, он молчаливый раз, два, он взрослый. В смысле, насколько взрослый? Ну, бывшая жена с ребенком уже есть. Многие девочки недооценивают, и мальчики, сайты знакомств и приложения для знакомств. Я вообще была бы с удовольствием амбассадором какого-нибудь Твинби, где я сижу. Что такое Твинби? Это приложение наше русское, которым можно сидеть, чтобы познакомиться. Все думают почему-то, что там, ну, как бы сидят только с несерьезными намерениями, хотя по факту мой первый парень, второй парень. Ну, короче, я очень часто знакомилась, и потом у меня отношения складывались именно с сайте знакомств. Знакомая была, тоже ей 45, что ли, было, клиентка фитнес-клуба. Она тоже сидела в сайте знакомств, и она мне говорила, а ты запомни, говорит, вот если ты от 40 ставишь, говорит, очень много влиятельных мужчин, они сидят на вот этих сайтах, причем из политики. Вот, даже какие-то политики и чиновники утралар ищут приложение достар. Так что, как называется, говоришь? Много их, но я на Твинби сижу. Твинби? Твинби называется это приложение достар.
Батырым тик һиңә мөхәббәт бүләк итәм. Йөҙҙәрҙән һин танырһың ташлаһаң ҡараш. Мин бит һинең бәхетең, һин минең ялтыр баш. Встретила тут знаменитого уральского, нашего уральского блогера Сашу. Как правильно будет вообще блог называется? Лещ 3 единицы. Лещ 3 единицы. Почему Лещ 3 единицы? А фамилия Лещев, А. сокращенно Лещ, то есть у меня всегда такое прозвище Лещ типа рыба. Ага. А 3 единицы, всю жизнь, как я не беру телефон, час 11. Номер у меня на машине 3 единицы. А мне тут все ходят и говорят: о, тут, говорит, один знаменитый блогер ходит. И он, говорит, живет в самом крутом номере, говорит, который стоит 1 миллион за сутки. Кстати, это правда, нет? Люди так говорят. Реклама. Реклама, да? Реклама? Не, ну по дню дали пожить и там, а потом В вернулся к себе. смысле? Вы хотите сказать, что вы здесь по бартеру? Вам номер по бартеру дали? Да. Обалдеть, Дуфтар, представляете? Я, значит, здесь отдыхаю за свой счет, а вот уральский, короче, блогер отдыхает тут по бартеру. Я не поняла, а почему мне до беда такое предложение не сделал? А это Вот надо интересно. приходить и стучаться во все двери, стучаться. Да, ну-ка По-другому научите. никак. Ага, приходите, значит, в отель сами и Да. стучите в двери и Да. говорите: я хочу по бартеру у вас отдохнуть, что ли? Да. Это так работает? Я, короче, у Саши спрашиваю, почему, говорю, Алису не оставили в номере, пускай бы отдохнула, поспала. А Саша говорит: нет, она, говорит, от меня ни на шаг. Почему? Ну, потому что у нее сейчас психологическая травма после того, как погибла мама Виктория Андреевна. И вот если, например, вот сейчас, вот если, например, я отойду, все, это будет кипиш. То есть она, все, я потеряла папу, где папа. То есть у нее сейчас страх, что вдруг папа уйдет и не вернется как мама. В течение дня, конечно, когда подписчики подходят, с детишками играют, она еще как-то, входит в этот процесс. Дома, например, вот я сейчас бы вышел к вам, оставил ее, все, это кипиш. Это сейчас бы она бегала, ревела, кричала, вот такая тема. И ни один психолог не может помочь. У нее страх потерять отца. В один из дней она ушла в садик, вернулась, а мамы нету. И вот у нее страх. А я думаю, что вы всегда вы вместе ходите? Ага. Постоянно Ну, вдвоем. кстати, в этом отеле хорошо, много подписчиков. Ага. И они все с детьми приехали, а я хотя бы там могу хоть сходить, хоть где-то поднакатить, как Да, говорится, да. где-то. Они с детишками, когда, и они говорят: мы, Саша, присмотрим. И все, то есть они семьей сидят, смотрят, Ага. дети играют, они играют. Я так могу чуть-чуть, выйти из зоны этой. У меня история вообще семьи очень трагическая. Отец умирает от рака, то есть прям на моих руках. Вот в 22 году мама, у нее диабет был, он начал прогрессировать. У нее начали отрезать конечности по концовке, то есть маму вообще, ноги, все. И там, мама ушла из жизни. И не проходит год, супруга, то есть у супруги был бизнес, а я шахтер-блогер, то есть у меня есть шахта, я обычный работяга, да, у меня... вы, получается, шахтер. Да, я реально шахтер, то есть у меня отец 43 года отработал, я династия, то есть Шлещев это династия шахтера. И все, я ухожу на работу в ночь, то есть шахтер пошел на работу, у жены свои бизнес-магазины в двух городах, она поехала на закуп товара. Садится в автобус, потому что в автобусе удобно. Она легла спать, проснулась, закупили товар, в машину в Мерседес этот микроавтобус загрузили и домой. А там погода была такая, снег идет, лед, его начало таскать, он врезается в сосну, его начинает крутить. И все люди, весь автобус просто вылетел в окна. То есть он упал, а люди все вот так, кто на деревьях, кто-то где-то. Ой, блин. То есть все встали, отряхнулись, а Вика насмерть. И на нее еще сосна упала. То есть, представляете, как то есть он когда въехал в сосну, пока сосна падала, шло вот это вращение и вот этот полет, и именно она попала под сосну. Она одна погибла вообще из аварии. Водитель, он сразу погиб, потому что удар на него был. Я прихожу с работы, мне звонят, говорит: Александр, позвоните срочно телефону Вики, мы ничего говорить не будем, я звоню, поднимаю сотрудник полиции, я говорю, что случилось, он говорит: ДТП произошло, я говорю: все, ладно, понятно, ДТП, что может быть в автобусе, где-то ударились, там ударился ты, я говорю: где, она в какой больнице? Она говорит: погибла. Я говорю: в смысле погибла? Все, я сажусь, у меня была Porsche Panamera, я сейчас продал ее, я прыгаю в нее, отрываю все номера и просто на трассу вылетаю. Трасса у нас 400 километров, это 4-5 часов езды, я за 2 часа доехал. Меня на постах останавливают, там чуть не погони за мной. Я как шел 300, так я и долетел до туда. И в этот момент, когда, то есть, я ехал, я включил телефон с самого утра и плачу, я говорю: ребят, у меня Вика погибла. То есть мы вчера только с Питера приехали, счастливая семья, мы съездили там, дочке там операцию на глазик готовили. Я утром просыпаюсь, ситуация. И как я ехал, то есть туда, как это плакала, я говорю: что я скажу ребенку, когда она придет с садика.
И эти видео стали вирусные. Вы, получается, ехали и в этот момент снимали, получается, Да, да, я рассказывал, то есть, да, что, возможно, не она. Почему именно в такой тяжелый момент человек хватается за телефон и начинает снимать? Почему? Ну, у меня вообще всегда много сторисов, то есть я всегда все Ну, я снимаю, поняла, у меня но уже это автоматизм. но это же Да. вот такой трагический момент, как будто бы должно быть не до телефона. Как вот так Ну, получилось, это, что вы хватаете это да, телефон? есть такой стереотип, что не до телефона, но мне кажется, когда ты уже я же 12 лет уже как блогер, Ага. то есть до трагедии как бы я был всегда там на Урале блогером. Ага. И включить телефон и говорить, это уже, я даже разговариваю, да, вот с ребятами сижу, и я сижу в телефоне, то есть я что-то отвечаю. Это, короче, получается Это- на автомате. У меня автоматизм полный, да. По поводу хейта, хейт очень ужасный пошел, но у меня просто есть друзья, они говорят: Сань, просто, пожалуйста, дай нам слово, ты ничего нигде не будешь читать, ничего нигде смотреть. Я дал им слово, и я поэтому как бы, если бы я все читал, я вот сейчас, бывает, прохожу, перечитываю, уже прошло больше года, и меня прямо аж сейчас до дрожи. Что они пишут? Ты хайпуешь. Заметила, что вы с одной девушкой часто танцуете. Да. Это вы с ней, у вас какие-то отношения завязать? Нет, с этой девушкой? отношений нет. Ну, Все- на вас глаз положила одна девчонка, там маленького роста, Да? с черненькими волосами А. такая. Я заметила. Хотите завязать новые отношения или еще пока Ну, мне не кажется, я готовы? еще не готов. Говорим, как есть взрослые люди. Интимный план как бы я подпускаю. То есть, да, без проблем мы можем подружить, мы можем уединиться как мужчина с женщиной. Но вот, чтобы я конкретно пустил домой, и что вот... И пустил в душу, да? да, и чтобы она приняла ребенка, и вот этот весь процесс, который у нас, мне кажется, я не Ну готов. вот смотрите, вы сейчас уже как мама рассуждаете, приняла ребенка. Обычно женщины так говорят. Примет ли мужчина моего ребенка? Да. Задаются таким вопросом. Как вы пережили смерть жены? Как вообще выходили из этого состояния? Да, Что помогло? Состояние оно до сих пор есть, но концентрацию я занизил. То есть изначально концентрация была большая, то есть я просто, постоянно у меня были слезы, тяжелое состояние, просто внутреннее, как бы не хотела жить. Сейчас как бы это все уменьшилось. Когда я музыку слушаю, еще какой-то момент меня триггерит, то есть я ухожу в это состояние, но я из него быстрее выхожу. Как бы горе я не пережил, но я снизил концентрацию. А совет, когда происходят подобные ситуации, ребят, максимально отвлекайтесь. Если у вас есть рыбалка, уходите на рыбалку. Если есть охота, уходите на охоту. То есть нужно менять картинку. И у меня получается менять картинку. Все говорят: вот ты путешествуешь, ты это. Да, я 1,5 года путешествую, мы из отеля в отель катаемся. Постоянно смена картинки, постоянно какие-то эмоции. И только это помогает.